Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова канал Life. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, что вас ждет в ближайшую неделю. Не пропустите этот замечательный расклад на картах Таро. А также мы будем использовать оракул Кипер и наши карты Таро Ангела, хранителя вашего. А вот эта колода Таро называется Таро для всех. Вот представляете такое название? Давно мы с вами ее не использовали. Вот в Инстаграм я ее использую чаще, а здесь у нас с вами, все-таки пореже, да? И, значит, вы по ней наверняка соскучились. Ну, давайте приступим к нашему гаданию. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент вашего просмотра. И у нас будет с вами 4 позиции. 4 позиции. Выбирать вы должны с помощью вашей интуиции. Можно выбрать не одну позицию, а несколько. И выбирать позиции даже для своих близких. Ну, чтобы посмотреть, что их ждет в ближайшую неделю. Да? Например, там любимого человека. Так, смотрите-ка. Пока я тасовала колоду, у нас выпали карты, символы нашей будущей недели, которая уже началась, кстати, да. Ну, вообще, может быть, вы вообще в другое время там открыли видео, и для вас неделя будущая любая, там, ближайшие 7 дней. Итак, рыцарь кубков и королева кубков. Прекрасная пара. И карты все-таки означают больше эмоций, любовь, чувство, чувственность, да, любовные приключения, душевность, задушевные беседы, откровения. То есть это именно такие карты. И это значит, что ближайшая неделя для тех, кто смотрит это видео, начиная с просмотра 7 дней, да, будет очень-очень приятной, именно любовно-эмоциональной, да. Очень хорошо, очень хорошо. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на наш канал Life, а также канал Школа Таро Альвиен. Перейдите на главные страницы канала, там увидите список самых популярных видео, видео на любой вкус, так скажем. Выберите, что вам больше нравится для просмотра еще. И я считаю, что можно еще вам что-то узнать для себя интересное на этом канале, на моем втором канале, на моем третьем канале «Гадание, заговоры, ритуалы» Карина. То есть ознакомьтесь со всеми вариантами. Итак, наша первая позиция, наша вторая позиция, наша третья позиция и наша четвертая позиция. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю, как обычно, в сторону. Что вас ждет в ближайшую неделю? Лучший, позитивный, заряжающий, самый прекрасный расклад. Итак, наш цветочек розовый. Цветочки мои розовенькие. Что вас ждет в ближайшую неделю? Общий фон недели. Давайте смотреть. Императрица у вас. Первая позиция. Прекрасная карта. Она показывает счастье, богатство, процветание, хорошее семейное положение. Между прочим, в семье будет тишь да гладь да Божья благодать, как говорят. Забота, счастье, радость и любовь. Вот я как считаю, если вы вдруг одинокий человек, ну мало ли. Императрица, она показывает, что вам вот очень комфортно в жизни, приятно. Вы можете занимать руководящие должности, вы можете каким-то образом, делать так, да, в жизни, чтобы было хорошо, например, коллективу, было хорошо, например, тем людям, которые у вас находятся рядом, или в подчинении, или вашим родственникам. То есть вы настолько заботливы, вы настолько прям, пропитаны любовью к жизни, к людям, что неважно, вот, допустим, есть у вас там, да, брак или нет. А вот если есть брак, то карта показывает, что в семье все хорошо, есть благосостояние, есть ровное такое положение этой семьи, нет конфликтов, вы обо всех заботитесь, и люди отвечают вам взаимностью. Императрица – это карта процветания, плодородия. Все при этой карте растет. То есть, если вы хотите иметь результаты от вашего труда или от вашей какой-то семейной, да, жизни, если вы хотите вкладывать позитив в окружающих, это все будет расти. Вы как плодородная почва такая, да, на которой произрастают любые вот
радости жизни, успехи человека. И вы можете поддерживать других настолько сильно, что люди благодарны вам, они вас потом любят до конца своих дней и считают, что вот именно вы сделали в них вклад. Поэтому на ближайшую неделю вот сразу же такой энергофон, да, что вкладывайте в других людей энергию. Энергия у императрицы донорская, добрая, исцеляющая. И люди ответят вам сторицей, и вся вселенная ответит вам сторицей. То есть это очень добрая неделя. Добрая материнская неделя, я вот так даже вижу. Иногда, между прочим, по этой карте вы на неделе будете очень много общаться с вашей мамой. Или ваши дети будут с вами, как с мамой, много общаться. Разговаривать там по душам и так далее. Хорошо, смотрим дальше. Что еще вас ждет на будущей неделе? Рыцарь жезлов. 4 кубков. Луна. И королева жезлов. Ну, интересно пошло. Потому что я здесь вижу сразу же покровитель недели, планета Венера, конечно. И Луна. Луна и Венера — это все-таки любовные чувства, история любовная. Но как она складывается? Вот смотрите, выпадает как бы как мужчина, да, мужчина, который не может всего выразить в вашу сторону, всех своих чувств, эмоций и внутренних переживаний. И он темной ночью думает о вас, в ближайшую неделю будет думать о вас темной ночью и все время размышлять, как открыться и как свои чувства показать, те, которые его мучают изнутри. То есть вот как будто бы, вот знаете, вот на душе как кошки скребут у человека, и ему нужно что-то выразить. То есть вот именно выразить в вашу сторону какие-то свои вот эти вот внутренние процессы. Вы знаете, карты так сказали, да, что вы-то примете, допустим, эти размышления, это выражение чувств, вы примете от него какие-то вот эти вот, в принципе-то, порывы, да, и главное ему решиться это все как-то вот сказать, то есть облечь в слова вот эти вот все внутренние переживания. Что-то его как-то гложет, грызет, как вот, и ему надо лучше вот признаться в этом, и вы разрешите вот эту проблему на неделе. Вы это как бы уже начнете более кардинально, да, решать. Королева жезлов вашу решительность здесь показала. То есть вы-то увидите, что он запутался, этот человек, что он не может понять ни себя, ни кого бы то ни было из окружающих, ни вас, и не может разобраться вот в своем подсознании. И вы, может быть, попытаетесь с ним поговорить, решительно как-то будете действовать, что-то помогать, разбирать ситуацию, может быть, с ним на словах поэтапно. Может быть, сделаете что-то для этого человека. То есть идет взаимодействие именно как бы с мужчиной. То, что у вас выпала одинаковая масть с этим мужчиной, да, огонь, жезлы, это означает, что вы можете быть дружественных стихий или даже одной стихии. Не обязательно даже огня, да, а вот просто, что стихии совпадают, а также совпадает темперамент. То есть, когда люди являются активными, целеустремленными, харизматичными, привлекательными для противоположного пола, деятельными в жизни. Но этот человек как раз-таки вот из своей деятельности в последнее время немножечко запассировал, да, как-то вот начал прятаться от жизни, от жизненных процессов активных. И ему-то надо как-то вот реабилитироваться, я считаю. То есть как-то вот попытаться себя организовать, конечно, здесь. И вот такое взаимодействие, да, идет. Но также, что еще здесь вижу? Что вы-то будете очень активны в ближайшую неделю. Ваша активность увенчается, скорее всего, успехом, потому что здесь видно, что много идет работы, деятельности, творческих процессов. То есть вы такой человек как бы самодостаточный и изобильный. То есть энергия изобилия присутствует у вас в ближайшую неделю. Вот. Но разобраться придется вот с этим как бы как человеком, да. Давайте смотрим Кипер, что еще вас ждет в ближайшую неделю. Путешествие, смотрите-ка, идет. Ну, тут поиск, конечно, как бы на карте. Но это может быть любое путешествие, когда вы куда-то отправляетесь в дорогу. Или кто-то к вам приезжает. Такое тоже может быть. Вот. Поэтому я так скажу, что да, чаще всего это как какое-то даже приключение в жизни,
когда ты резко куда-то собираешься. Ну, может, вы планировали, конечно, дорогу или планировали, чтобы кто-то к вам как будто бы приехал. Ну да, вот дом, видите, дом идет. Может быть, знаете, как вот проигрываться на ближайшую неделю путешествие и возвращение домой. Вот такое. Либо к вам в дом приезжает человек. Вот гости дома, да. Так, ну тут еще идет у нас люди судятся, что-то разбираются и общество. Вы знаете, тут идет не обязательно суды, да, не обязательно судебное разбирательство. Может, кто-то и занимается судебным разбирательством. Тогда для вас будет разрешение вопроса по этому судебному разбирательству или, по крайней мере, сильное продвижение, подвижки в этом, да, вот в этом деле. Если вдруг у вас, правда, с кем-то идет суд, вот, или какие-то досудебные распри. Но если нет, то это просто спорный вопрос, который будет решать третье лицо, или идете на совет к третьему лицу, чтобы разрешить спорный вопрос с кем-то. Может быть, вопрос на работе, да, касаемый, там, не знаю, рабочего законодательства, трудового законодательства, там, кому сколько премии выплатили, какие передвижки должны быть в работе, что и как. Вот. И также я общество вижу, то есть идет как будто бы в обществе, как огласка, что ли, по поводу этого вопроса. И, может быть, по поводу судебного разбирательства, да, то есть как будто бы это объявили в обществе. Но это все равно, что там в газете написать, что объявил себя банкротом, да. Но это может быть что угодно, то есть когда общество знает об этом деле. И огласка в обществе, допустим, по поводу того, что на работе там несправедливо что-то делали, то есть не просто в обществе, а в вашем коллективе. Огласка и разбирательство по этому вопросу, то есть в итоге найдете справедливость и придете к общему соглашению. Ну, также карта вот дома, она вообще очень счастливая. Она показывает, куда бы вы ни ехали, вы как будто бы чувствуете себя как дома, приезжаете домой. Вот. И вообще она показывает ваше здоровье, ваше хорошее состояние в ближайшую неделю. То есть все, в принципе, там нормально, как бы так устаканено, да? Ну, давайте посмотрим, что вам скажет ваш ангел-хранитель на ближайшую неделю. Что он вам, какую карту там напутствие даст. Десятка мыслей. Ситуация, которая беспокоит вас, уже подходит к концу. Вот видите? И вы можете вздохнуть свободно. Теперь, когда трудное время позади, можно начинать двигаться вперед. Важно заставить себя выйти из этого состояния кризиса. Возможно, какой-то человек в вашей жизни окончательно освободился от своих пагубных пристрастий или проблем, связанных, например, с алкоголизмом или наркотической зависимостью, ну или других любых проблем, да. Вот мы, кстати, насчет человека-то тоже здесь говорили. Вот, ну вот такая вот у нас первая позиция, довольно такая интересная, да, вот прям мне понравилась она. Вот много событий всяких тут рассказывается в ней. Давайте перейдем к позиции номер 2. У нас гадание онлайн на Таро, что вас ждет в ближайшую неделю. Причем неважно, когда вы смотрите, да, знаете об этом, что когда бы вы не смотрели это видео, по сути, вы можете отсчитывать 7 дней, и с момента просмотра вот она неделя, да. Давайте смотреть общий фон недели. Тут у нас 4 мечей. Ну, 4 мечей показывает такую тихую неделю, на самом деле, как будто бы вы проводите очень много времени в одном помещении. Дома или на работе, то есть как-то все так вот спокойно, так, знаете, нет каких-то вот сильно активных событий, нет сильно каких-то вот таких событий, которые бы могли будоражить, а все как-то ровно идет. И карта, она часто показывает, что человек как будто от чего-то отдыхает, или человек как будто бы пытается после последних событий прийти в себя. Ну, то есть как-то себя привести просто в равновесие в жизни. Я вижу, как вот эту карту, да, что человек здесь может быть пассивным по причине, что он до этого проявлял слишком излишнюю большую активность. И пора уже, как говорится, перестать. Карта медитации, карта занятия именно какими-то такими практиками духовными, там йогой, там, не знаю, тантрой, может быть, духовного развития карта, да. И она говорит часто о том, что человеку не хочется слишком много активничать в жизни.
ему хочется наоборот вот углубиться внутрь себя и что-то там рассмотреть, да. Я все время эту фразу вспоминаю, когда ты вглядываешься в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя. Вот. Ну вот что-то типа этого. Хорошо, давайте смотреть дальше. Что у нас тут еще-то пойдет? Туз мечей, король жезлов, влюбленные и королева кубков. Ну, вы знаете, тут много событий именно будет на неделе, связанных с любовью, с любовными отношениями. Мы здесь видим двух людей, мужчину и женщину, в ближайшую неделю, ну, это вы с кем-то, да, и между ними явно сильная любовь и чувство. То есть идет вот такой вот прям какой-то то ли конфетно-букетный период, то ли сильное улучшение просто личных отношений, когда вот как будто медовый месяц какой-нибудь устроили, или, ну, там, не знаю, курортный роман, может быть, вот. Раз вы все-таки у нас как будто бы так отдыхаете, да, в ближайшую неделю, то, конечно, курортный роман у нас, да, вот. И получается, вот, может быть, этот человек проявит себя, потому что идет от короля жезлов к королеве кубков влюбленные. Ну, то есть признается в любви, пригласит куда-то, сделает подарок, окажет знаки внимания, постарается сделать все для того, чтобы, да. Также туз мечей показывает блестящие идеи. Ну, то есть на новой неделе, раз вы как-то немножечко пассивны, у вас же могут быть идеи при этом. Вы знаете, такое часто бывает, что если ты сидишь на одном месте и много думаешь, у тебя появляются классные мысли. Ты их записываешь на бумагу, а потом начинаешь притворять в жизнь. Между прочим, вот эти карты уже более активные. И они явно показывают, что ну, вот какая-то такая ситуация между вами с каким-то человеком. Может быть, вы даже и отправитесь куда-то. Может быть, вы даже будете активно общаться, разговаривать, что-то придумывать, обсуждать эту яркую идею. Я не говорю, что вы прям лёжкой будете всю неделю лежать. Нет, именно взаимодействие с любимым человеком, и нет вот каких-то таких, каких-то, может быть, грустных событий, нет каких-то плохих ярких событий, да, а больше хорошего. Но вот сказать, что это прям фонтан, я тоже не могу, да. То есть это какая-то такая ситуация, которую вы принимаете и знаете, что она должна быть, скорее всего. Вот должна быть вот эта любовь, должно быть времяпрепровождение вместе, должно быть такое вот теплое, уютное, семейное, может быть, или просто любовное гнездышко. И должна быть культивация новых идей. То есть вы это знаете, вы как будто чувствуете, что неделя будет такой, вы от нее, видимо, не ожидаете громкости вот такой фейерверков, да, а вы ожидаете от нее именно чего-то вот такого вот как раз-таки легкого, релаксирующего. Может, вы отправились или отправитесь куда-то с любимым человеком в поездку. Там будете лежать на пляже, попивая коктейль, да, и общаясь друг с другом. То есть очень похоже, да, и тут же разговаривая о новых идеях и записывая их в блокнот. Вот, очень похоже. Но это может быть, допустим, проведение времени на работе, а любимый человек при этом пишет или ждет вас дома вечером, вы там садитесь, пьете вместе чай, ужинаете, обсуждаете день и говорите, что ну вот есть вот такие вот какие-то бизнес-проекты на будущее, там, или ой, давай там съездим в будущем туда, там, давай там вот это вместе сделаем. То есть вот может быть что-то такое. Нет ничего, допустим, вас компрометирующего или вас злящего. Кстати, туз мечей может показывать разговор с королем жезлов очень важный. Да? И также новости от короля жезлов, то есть от какого-то человека, от мужчины, предложение от мужчины, может быть, да, или какие-то кардинальные там разговоры, там, давай поженимся. Но это, то есть вы все равно этого как-то чуть-чуть, наверное, ожидали. Хорошо, давайте посмотрим Оракул Кипер, что скажет вам на будущую неделю, да. Здесь карты вроде как такие неплохие. Так, у нас совершенно неожиданные деньги идут. Ага, фортуна на вашей стороне, игрок изобилия у нас пошел. Дальше идет фальшивая персона, человек, притворяющийся совершенно кем-то другим. И переезд, или просто изменения в жизни, да. То есть поездка, переезд, изменения в жизни. Но на этой карте явно изображен переезд, вы это видите. Вы знаете, я тоже вот понимаю, что карта, допустим, может быть и показывает переезд, но как бы это просто карта перемен. Ну, то есть не факт, что вы возьмете и на новой неделе будете переезжать. Не каждый человек вот раз и на новой неделе переезжает, да. Но, по крайней мере, если вы будете переезжать, это будет как-то несколько все равно, чуть-чуть пассивненько, я бы сказала.
Вот. Смотрите, что я здесь еще вижу. Вам как будто бы идут неожиданные деньги. Вы не ожидали столько денег или вы не ожидали каких-то выплат, да? Вам идет удача. То есть идет богатство, процветание, радость, счастье и все такое прочее. И я считаю, что раз вы ложитесь на волну изобилия на новой неделе, денежки будут течь вам рекой, да, вы будете богаты, процветать. Но сразу же опасайтесь, когда вам идут деньги, чтобы какие-то мошенники не раскрутили вас на то, чтобы вы им что-то там оплатили. Потому что вы знаете же, да, когда получаешь какие-нибудь денежки, естественно, сразу же начинается этот момент, как будто, знаете, как закон подлости начинает звонить и пытаться что-то там впарить, раскрутить там вас на эти деньги. Или где-то в магазине начинают продавать вам товар, который совершенно вам не нужен или еще что-то, понимаете? Поэтому вот тут интересный момент, я бы сказала. Я вообще еще как вижу, что... Может быть, вы не всем будете говорить, что у вас поток изобилия пошел, чтобы его не сглазить. Вот тоже вариант. А вот эти изменения в жизни, но они все равно как-то связаны вот с этим потоком изобилия. То есть ваша жизнь будет меняться, вы, может быть, куда-то отправитесь, поедете из-за того, что идут деньги, да. Но это, опять же, какая-то спокойная поездка на отдых, только не более того, не более чем отдых. Вот. Вообще здесь очень много везучих карт, вот честно, особенно Великая Фортуна, это вообще, я считаю, потрясающе. Вот. И, конечно, вам повезет на новой неделе, то есть в любом случае повезет, и много-много счастья идет, радости. Вот. Поэтому знайте, что неделя будет явно счастливой, явно счастливой. Хорошо, давайте посмотрим, что скажет ваш ангел-хранитель вам на новую неделю. Помощник эмоций. Романтические отношения расцветают. И вы оказываетесь захвачены любовью. Вот я говорила. Такие подарки, как цветы, любовные письма и стихи, которые читаются вслух, все это в будущем. Возможно, предложение выйти замуж, свадьбы и связи из прошлой жизни. Не исключено, что в вашу жизнь войдет кто-то новый. Человек романтический, мечтательный и эмоциональный. Он мог бы быть художником, идеалистом в любовных отношениях. Очень здорово, очень здорово. Карты вообще просто вот сегодня поют для вас. Замечательная позиция, она мне очень понравилась, а мы перейдем дальше к позиции нашей номер 3. Красивая позиция, прям особенно про деньги. Сейчас все так любят деньги, потому что сейчас у всех экономический кризис. И, конечно, когда новости есть о деньгах, это хорошо. Итак, позиция номер 3. Так, а что тут у меня опять? Не хочешь. Ну, вот так видно ведь, да? Ага. Итак, что вас ждет на будущей неделе? Гадание онлайн на Таро и оракулах. И первая карта – это общий фон недели. Ну, то есть какая у этой недели будет энергетика вообще? Ух ты, 3 пентаклей. Я люблю такие недели, когда надо работать, потому что я все время работаю. Карта показывает, что вас признают хорошим профессионалом на неделе и будут ценить на работе, уважать на работе, если вы без работы явно ее найдете. Вот. И карта, конечно, показывает трудовую неделю. То есть неделя, когда вы много работаете. Это факт. Здесь вы повышаете свое мастерство, что-то делаете. Даже если вы домохозяйка, вы, возможно, будете перемывать окна, делать генеральную уборку, много общаться с вашими детьми, там, с мужем и так далее. То есть вот такие вот у нас планы на эту неделю, да, что совершенно точно видно, что неделя очень практичная, очень продуктивная, когда вы много чего делаете. Вот, поэтому я так скажу, что она будет очень положительной и, скорее всего, денежная эта неделя. Денежной, и вот знаете, как будто вас вот прям как зауважают, да? Если раньше не так сильно уважали, уважать будут сильнее, а если уважали очень, уважать будут втройне. То есть вот именно так. И ценить, конечно, ценить, благодарить, может быть, за что-то. Давайте смотреть дальше. Какие у нас тут события идут? Так, опять я перевернула всю колоду, да? Хорошо, у нее не видно зад-перед. Так, опять перевернула. Так, что у нас тут есть? Ух ты, ничего себе, как интересно. Карты-то показывают у нас, что у вас сначала, видите, проблемы с деньгами, да? Потом колесница, либо целеустремленные действия, либо продвижение, либо поездка, и дальше сильное налаживание в финансовом плане вашего положения финансового, да, очень хорошие карты.
Они говорят о том, что если у вас были проблемы финансового порядка, они решатся на новой неделе. Но тут идет как бы решение финансовых проблем какой-то хитростью по 7 мечей. Вот. Или какой-то человек как будто бы тайно вам чем-то с деньгами как-то улучшит, поможет, может быть, на новой неделе. Колесница всегда показывает именно достижение цели. Ну, то есть, когда человек во что бы то ни стало старается решить свои вопросы на работе, в финансах, в жизни. И, ну, если даже для этого куда-то надо съездить, то вы поедете, то есть это не вопрос для вас. А также карты здесь как показывают, что неделя будет много пентаклей, да, то есть много будет именно связано с работой на неделе, то есть и с деньгами, но меньше с личной жизнью, вот так могу сказать. То есть она будет очень продуктивной, и вы будете много действовать, много работать, много решать задач, но больше это связано вот с работой, с организацией, с практичностью, а не с тем, чтобы решить вопрос по именно личной жизни. Вот так могу сказать. Но при этом карты неплохие, и они говорят о том, что текущие проблемы нужно решать. И вы будете решать, вас будут, правда, уважать, вас будут ценить в работе, в труде, и люди окружающие будут вам благодарны, и даже благодарность идет именно в финансовом плане, понимаете? Я считаю, знаете как, что по поводу 7 мечей все-таки чуть-чуть остерегайтесь любых мошенников, потому что на ваши денежки легла 7 мечей. Вот либо это получение денег, но когда ты мыслишь, да, как-то креативно, или это ты получил свои деньги, которые у тебя вытянули, или ты просто хитрость какую-то применяешь там в работе, в бизнесе, в труде. А бывает ведь так, что это мошенники, да, мошенники могут быть. И могут кто-то пытаться на твои же денежки позариться, да, и вот это вот уже, конечно, менее хорошо. Поэтому смотрите в оба, как говорится, потому что люди сейчас жалуются вот вовсю, на каждом шагу разводят. Если вам кто-то звонит, просит завести какой-то счет, чтобы у вас что-то купить, не дай бог вы это сделаете, не делайте этого ни за что. Хорошо, давайте смотреть дальше, что скажет Кипер. Так, наша семейная комната выпала. Письмо. Письмо. Вам выпало письмо. Дальше ожидание. И ребенок. Вообще интересно. Вообще интересно. У вас идет ситуация-то какая? Вам приходит какая-то новость. Вообще, вот эта семейная комната, она показывает изобилие и процветание. То есть на новой неделе все-таки денежки. Опять же, карты показали, какие-то деньги идут, да? Письмо. Вот приходит какое-то известие, сообщение, которое вы ждали. И после этого вы еще ожидаете чего-то нового. Нового и, может быть, известий о ребенке. Или известий о новом деле, новой работе, новом направлении в работе. Идет ситуация, когда ты как будто бы, ну, понимаешь, что в жизни скоро будет поворот. И ждешь, когда, ну, решатся какие-то последние штрихи, вопросы, да, по поводу этого жизненного поворота. Я считаю такую неделю довольно интересной и необычной. Здесь как бы ветер перемен врывается в вашу жизнь, да. Бывает такое, что по этим картам может быть известие о беременности, о чьей-то беременности, которую вы ждали или ожидать будете. Известие о самих детях, о самом ребенке, может быть, решались какие-то вопросы, да, письмо от ребенка, сообщение от ребенка, сообщение, связанное с новым делом, с новым бизнесом, оформление документов по новому бизнесу, по новой работе, поступление на новую работу. То есть, и опять же, да, это все связано с энергией изобилия. То есть то, что у вас идут какие-то перемены, то, что решаются какие-то вопросы, это решаются вопросы и сразу же связанные именно с деньгами, и именно с энергией изобилия. И я считаю, что вам нужно это делать, то есть вы продвигаетесь вперед, у вас в жизни все меняется, у вас в жизни идет ситуация, когда наконец-то сдвигается, допустим, что-то с мертвой точки. Более того, сообщение, вот это письмо, оно может означать реально сообщение от любимого человека, которое вы ждали, очень сильно ждали, и вы его ждете самого по себе, этого любимого человека, а он себя ведет несколько, ну, как ребенок, да, то есть как будто бы очень наивный человек, как будто бы очень
ну, как сказать, безалаберный в чем-то, да, не такой ответственный, как вы в жизни. Вот такое тоже может быть. То есть ребенок это, по сути, сродни шуту. И когда мы видим эту карту как индикатор человека, то он такой вот немножечко вот такой не от мира сего, воспринимает этот мир больше наивно, с радостью, да, с радостью раскрывая объятия этому миру. То есть не так, как все мы, с недоверием, да, с прищуром, а наоборот. Вот как-то вот, ну вот идет, как идет, да, в жизни, и все. То есть такие люди добродушные, но в то же время и не умеющие, допустим, особо проявлять ответственность в жизни. Вот, но все-таки у них есть и свои плюсы, да, то есть они как дети. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Что вам скажет ваш ангел-хранитель на будущую неделю? Что же он вам скажет? Покончить со старым, войти в новое. Небеса подают вам знак, что пришло время двигаться в новом направлении. Вот у вас весь расклад об этом был. Часто это происходит, потому что вы несчастливы и чувствуете, что вам недостает цели в жизни. Это сигнал к пробуждению, произвести изменения, которые отвечали бы вашим сердечным желаниям и духовным потребностям. Да, действительно, ищите то, что сердцу мило. Ищите, зачем бы вы шли, несмотря ни на что, и не стали бы сомневаться. Да? То есть, мол, это мое, и все, и я к этому иду, и мне не важно, там, что вы вообще подумаете. Ну, вот такая вот у нас третья позиция, очень позитивная, интересная, продуктивная, я бы сказала. Хорошо. Давайте посмотрим позицию номер 4. Что вас ждет на будущей неделе? Гадание онлайн на Таро и Оракулах, да? И первая карта – это фон, общий фон, энергофон будущей недели. То есть какая она? Десятка жезлов, загруженная, сразу говорю, много дел, много хлопот, суеты, передвижений. Как будто бы, знаете, ну вот такая вот карта – как будто бы вы много берете на себя, и в эту неделю нужно, правда, решить много проблем, дел, забот. То есть, если вы это не перелопатите, допустим, вы не подготовите себя к следующему периоду в жизни. То есть, вам это надо сделать, обязательно надо. Такая карта выпадает, когда человеку на неделе нужно, допустим, оформить документы, при этом работать, водить детей в садик, ездить обслуживать машину, там, заправлять бензин, стоять в пробках, в то же время звонить кому-то по телефону. Вот знаете, вот прям какая-то суета, убирать в квартире, да? То есть все это нужно делать. Вот такая неделя. Она действительно очень суетливая, и она у вас пройдет вот так вот. Хлоп, и нет недели. Именно, когда ты занят круглосуточно, без выходных и без обеда, как говорится. Нужно что-то сделать, вот прям справки, может, какие-то собрать, понимаете? Хорошо, давайте тут смотреть, что у нас выпадает в событийном. Так, мир, тройка жезлов, солнце и шестерка мечей. Классные карты выпали, очень счастливые на самом деле. У вас куда-то поездка падает. Может быть, суеты-то много и много дел связаны с этой поездкой. Вот смотрите, когда ты хочешь отправиться, допустим, в теплые края, тебе нужно загранпаспорт, визы, там, не визы, документы, ПЦРы, там, все, чемоданы, не чемоданы. Вот, понимаете, эти аэропорты, там, поезда или машины даже, ну, нужно это все сделать. И, может быть, неделя посвящена тому, что вы прям куда-то едете, собираетесь там, но это ради солнца, ради счастья, ради того, чтобы вот прям поменять обстановку. Вообще, карты показывать могут, что вы подготавливаетесь к будущей поездке всю неделю. Вот. И я так понимаю, что именно счастье вас ждет в этой поездке и в связи с этим всем. И вы знаете, что вы двигаетесь к счастью, к счастливым переменам в жизни. Что такое карта «Мир»? По сути, это карта гармонии внутри, подведения итогов жизни, перехода в новый этап жизни. И вообще карта человека, который философски смотрит на эту жизнь и уже понимает очень многое. Опыт, который вы приняли на себя и теперь применяете в жизни на практике. То есть, когда вы делаете много дел, принимаете на себя ответственность, вы знаете, для чего вы это делаете. Вы поставили себе какие-то цели в жизни. И знаете, куда вы к этим целям идете, да, и чего в итоге добьетесь, что будет в итоге. То есть, что у вас нарисуется как картина жизни.
Тройка жезлов — это планы на будущее, это когда ты смотришь в новый горизонт. И ты знаешь, что вот они, мои будущие планы, вот будущая страна, в которой, может быть, я буду или буду жить. Может, вы едете в другую страну на разведку, да, там посмотреть, как оно, или уже переезжаете. Солнце — это, во-первых, солнце — это тепло. Я стремлюсь к теплу, я стремлюсь к солнцу, я стремлюсь жить в тепле, да. А может быть, я просто стремлюсь к счастью, к процветанию, к богатству, к тому, чтобы наконец-то на моей улице был праздник. И я добьюсь этого, несмотря ни на что. Шестерка мечей — плавный переход. То есть, когда вы совершаете либо поездку, либо переход с одного места на другое, из одной квартиры там, в дом и в другой там, и так далее. Но это идет именно разрешение ваших проблем, трудностей и уход от этих трудностей, понимаете? А карты именно счастливые. Почему? Потому что мы как будто бы вот по этим картам уплываем в закат и знаем, что там нас ждет счастливая жизнь. Я невероятно именно считаю вот такую трактовку позитивной, и вообще сочетание карт считаю очень позитивным. Давно не выпадало именно такого сочетания. И это знак для вас, знак от высших сил, что на неделе произойдет что-то особенное, вот именно особенное, но с помощью вашей суеты вот этой жизненной. Вы как будто бы чувствуете, что счастье вот-вот придет, а может быть, уже ощущаете себя счастливым человеком. Но здесь, правда, процветание, вот, правда, не за горами. Вот как будто бы вы вот на пороге вашей самой счастливой жизни. И уже ощущаете вот это вот предвкушение. И, может быть, частично само это счастье, да, или полностью. Здесь мы видим, значит, свидание и флирт, да. Дальше мы видим, вот этот дом суда, или как он там называется. Тут у нас какая-то, как будто бы печаль, и главная женщина. Я здесь понимаю по этим картам, что вы с кем-то будете строить отношения, но какая-то женщина очень сильно расстраивается из-за этого. Может быть, у вас есть соперница в любви, или, допустим, вы едете куда-то с мужчиной, а какая-то женщина расстраивается из-за этого, мама, например, чья-нибудь из вас. Мы часто разбираем такие вещи на индивидуальных раскладах. Я хочу уехать, а мама против. Я хочу переехать, там, например, из Казахстана в Россию, но как я оставлю свою маму? И много-много-много разных вопросов люди задают постоянно. То есть мы на индивидуальных раскладах разбираем эту тему согласно сопернице, то есть вот мой любимый человек хочет развестись, а его жена страдает, там против, там кричит, ворожит, понимаете? И по поводу мам иногда больше раскладов за неделю, там, да, чем по поводу измен и всяких треугольников, всяких жен и так далее, понимаете? И я здесь вижу, да, она печалится, да, она как будто остается как на отшибе общества, хотя раньше себя считала главой семьи. И суд, дом суда, она осуждает, она прям судит, она начинает говорить, что ай-яй-яй, вы все такие плохие, у вас там личная жизнь сложилась, а я что буду делать, да, а я тут на отшибе, а моя жизнь как? Не перекладывайте свою жизнь, свою ответственность за свою жизнь на других людей, вот что это значит, и не более того. И когда вы видите, что кто-то перекладывает, знаете, что моя жизнь — это моя жизнь, я живу как живу. То есть это прерогатива этого человека, что он пытается перекладывать ответственность за свою жизнь на других людей. Это не мое, не мое, не мое. То есть прям повторяйте это внутри себя. Потому что иначе вы можете начать жить чужой жизнью. Я вам честно говорю, можете. Потому что этот человек важен в какой-то области для вас, для вашего любимого человека. А когда будете жить вы, у вас у каждого своя одна жизнь. И ваше время, оно бесценно, никто вам его не вернет. Помните об этом. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Что вам хочет сказать ваш ангел-хранитель на будущую неделю? Целитель изобилия. Целитель. Это значит, что ваша энергия изобилия исцеляется на новой неделе. Никогда не сомневайтесь в том, что вы можете произвести какое-то изменение, а вы можете. Ваши творческие и новаторские способности обеспечат вам успех. Возможно, наступает подходящее время, чтобы расширить масштаб своей деятельности, но не забывайте уделять время семье.
внимание семье. Вот видите, как я немножко... Эта ситуация посылает человеку, возможно, вам дар дизайнера или декоратора. Обратите на это, кстати, внимание, что у вас есть какой-то дар, художественный дар. Это очень важно. И, кстати, смотрите, вот опять же, да, не сомневайтесь в том, что вы можете произвести какое-то изменение. А у вас, правда, в жизни идет изменение. Но вы можете быть за косичку оттянуты кем-то. И не вздумайте быть оттянуты, не вздумайте, потому что это ваша жизнь, вы должны менять. И пусть вам придется много сделать, но у вас идет именно свет солнца в раскладе. Свет большого счастья, изобилия и любви. Любви этой вселенной. И вам нужно к этому прийти, несмотря на любые чьи-то ухищрения. И, понимаете, у каждого человека своя жизнь, он несет за нее ответственность. Вы ни за кого ответственность не несете, только за себя. Вы меняете свою жизнь, вы меняете жизнь окружающих. Это происходит автоматически, я это знаю по себе. Я когда-то жила бедно, вот, и не могла никому помочь. И если бы я при этом брала ответственность за окружающих, а я пробовала, становилось только хуже. Если вы станете сейчас не возьмете за окружающих ответственность, а потом станете богаты, согласитесь, с ваших там миллионов вы сможете помочь вашим окружающим, они будут жить в прекрасном изобилии. Вот. И жизнь меняется, и они потом будут говорить, да, ты была права, ты просто была права тогда. Вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен. Всем пока и до новых встреч. Ой, каналы Лайф. Я, как всегда, путаю все свои каналы. Всем пока и до новых встреч.